На пленарном заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа сенатор Михаил Илезов обратился к министру энергетики России Сергею Цивилеву с вопросом о регулировании деятельности бизнеса в сфере майнинга. С 2025 года добыча криптовалюты запрещена до 2030 года в ряде регионов, включая Ингушетию. Для региона развитие энергетики является одним из важнейших вопросов. Министр отметил, что благодаря запрету удалось высвободить дополнительную электроэнергию. И ведется работа по внесению изменений в законодательство, чтобы предоставить возможность социальным и промышленным объектам приобретать эту энергию. Также сенатор письменно затронул вопрос о стабильности электроснабжения в Ингушетии. Проблема связана с высоким износом сетей, аварийностью и отключениями. В ответ министр сообщил, что в рамках исполнения поручения президента России для Ингушетии утверждена программа повышения надежности электросетевого комплекса, предусматривающая реконструкцию объектов, установку оборудования и закупку спецтехники. Кроме того, Ингушетия включена в перечень 47 регионов, для которых разрабатываются программы повышения надежности электросетевого комплекса. Михаил Бангирович Илезов, пожалуйста. Спасибо большое, уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Сергей Евгеньевич. Одной из основных причин энергодефицита в ряде регионов является неконтролируемый рост потребления электроэнергии майнингом криптовалют. С начала года добыча криптовалюты запрещена в нескольких регионах в период пикового потребления. Уважаемый Сергей Евгеньевич, как будет в дальнейшем регулироваться деятельность бизнеса в сфере майнинга? Спасибо большое. В прошлом году был принят закон о майнинговой деятельности и ряд выпущен нормативных актов Министерства энергетики Российской Федерации. В соответствии с этим законом у нас уже на Кавказе, в новых республиках, на юге Иркутской области постоянно закрыта до 30 года майнинговая деятельность, а в Бурятии и на Забайкальском крае пока в осенне-зимний период, но сейчас рассматривается вопрос, чтобы на весь год в том числе сделать запрет на майнинговую деятельность. Мы уже получили определенный эффект с точки зрения, что у нас есть дополнительная электрическая энергия, но не решен один важный принципиальный вопрос, а именно те мощности, которые сейчас вроде бы высвободились, но они являются в собственности у организаций, которые их приобрели. Требуется изменение закона, чтобы эти мощности можно было бы приобрести тем компаниям, которые будут на сегодняшний момент утверждены, или социальные объекты, или объекты промышленности, которые будут в этих регионах, чтобы они могли приобрести эти мощности. Это требуется внесение изменений в законодательство, и я прошу, уважаемые сенаторы, поддержать наше предложение, мы будем его выносить и вместе, совместно проработать эти изменения в законодательстве. Вопрос непростой, потому что мы будем составлять правила, как эта мощность будет выкупаться.